Здравствуйте, дорогие ребята! Скажите, а вы бывали когда-нибудь в кукольном театре? Что вам понравилось больше всего и запомнилось? Сегодня я предлагаю вам совершить виртуальное турне по самым интересным мировым кукольным театрам. Вы знаете, что история кукольных театров насчитывает сотни лет? Еще с глубокой-глубокой древности люди верили в существование добрых и злых духов. Чтобы их задобрить, люди изготавливали изображения духов из глины, дерева и камня. Со временем с помощью таких фигурок люди стали рассказывать различные легенды, сказки и еще притчи. Можно сказать, что именно так зародился кукольный театр. Кстати, с таких представлений и берут свое начало современные театры. И в каждой стране имеют собственные особенности. Итак, переносимся в Испанию. Здесь самый популярный кукольный театр – театр Либелула. Его создали 30 лет назад специально для того, чтобы гастролировать по небольшим городам и деревням и повышать культурный уровень среди детей и взрослых, у которых нет возможности посещать крупные театральные заведения. Творчество этого коллектива основано на традициях петрушечного театра и теневых представлениях. Те, кто хоть раз был в кукольном театре, уже знакомы с куклой по имени Петрушка. Любимое развлечение испанской публики в этом театре – петрушечья коррида. Забавно смотреть, как Петрушка пытается укротить кукольного бычка. Польский кукольный театр отличается большим числом действующих лиц. Вместо Петрушки здесь выступает Забияка. Ему свойственно наказывать палкой всех несимпатичных ему персонажей. Польские кукольные представления наполнены отменным юмором и весельем. Komu w drogę temu czas, na niebie ani jednej chmurki. Dalej, dalej was oczekują nas i zajączki, i wiewiórki. Перемещаемся в Чехию. Театры Европы связаны между собой общей историей. Жители Чехии очень любят кукольные представления. Они всячески поддерживают артистов и режиссеров-кукольников. Главный персонаж кукольных спектаклей – Петрушка. Только здесь его зовут Гашпарик. Он борется за правду, поучает злодеев, доходчиво объясняет их неправоту с помощью палки. Не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. Индийские кукольные представления. С древности публику заманивали игрой на национальных инструментах и колотушками из бамбука. Эта традиция осталась неизменной по сей день. Даже некоторые куклы, которые используются в постановках, имеют многовековую историю. Куклы обычно отображают характерные типажи существ из мифов и животных. На Шри-Ланке кукольный театр появился благодаря переселенцам из долины Ганга и торговцам. Сюжетом местных представлений служит индийский эпос. На Востоке очень развито искусство театра теней. Большой популярностью это направление пользуется в Китае и Турции. Кстати, на острове Ява жители театра теней тоже любят больше, чем кукол. В таких постановках рассказывают истории о древних богах и героях. В Англии кукольный театр появился в 17 веке. Сюда он пришел из Франции, Голландии и Италии. Главный герой английских постановок – Панч. Поначалу кукольные представления пользовались популярностью только у бедняков. Такие представления были доступнее, нежели театр, где играли живые люди. Богачи же недолюбливали Панча и его шутки, потому что они всегда высмеивали хитрость и жадность высших сословий. Oh dear, what a pity. No, I won't eat him again. All right then. Okay, so I'll say bye-bye, bye-bye. Bye-bye, Judy, bye-bye, Judy. В
Самый старейший кукольный театр Казахстана находится в Алматы. Ему уже 86 лет. В репертуаре театра 22 спектакля на любой вкус. Казахские народные и литературные сказки, легенды, восточная и зарубежная классика, а также всеми любимые русские сказки. Пожалуй, кукольный театр всегда был и остается местом, где происходит настоящее волшебство. Он интересен не только детям, но и взрослым, ведь порой в спектаклях и представлениях затрагиваются очень серьезные темы и нюансы жизни. Во многих случаях куклы – это отражение нас самих и тех, кто нас окружает. Очень часто театр дает нам возможность со стороны взглянуть на происходящее, что-то понять, вынести урок, который поможет нам в будущем. А наш урок мы завершим 3 вопросами. Первый вопрос. Назовите имя главного героя английских кукольных постановок. Второй вопрос. Как называется самый популярный кукольный театр в Испании? Третий вопрос. Как зовут главную куклу в чешском кукольном театре?